песен много, но прекрасней всех кино. Кто в этот мир попал, навеки счастлив стал. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. И нам, конечно, лгут, что там тяжелый труд. Кино — волшебный сон, ах, сладкий сон. Фильм, фильм, фильм. Фильм, фильм, фильм. Заявок у нас было много. Около 80 было заявок на этот фестиваль. И специальная комиссия отборщиков отобрали 31 претендентов, да, проектов, короткометражных фильмов, которые вот как раз-таки судят сейчас наши приглашенные жюри, многоуважаемые. Они из Кыргызстана, Казахстана, из Москвы, из Алтая. Если говорить о вообще короткометражных фильмах, это, во-первых, тут несколько видов, да? То есть это может быть уже опытный режиссер, но для того, чтобы выплеснуть какие-то свои эмоции, как-то самовыразиться, да, он снимает вот короткий метр. Потому что это менее затратно, да. Вообще главный критерий короткого метра так и есть. Это до 40 минут. Больше 40 минут это уже считается как полный метр. И второй вид — это начинающие режиссеры, которые хотят попробовать себя именно в кино. Этот фестиваль как раз-таки направлен на поиски вот этих вот новых талантов. И их много. И есть даже школьники. И в анимации есть очень молодые ребята, которые рисуют, лепят с пластилинами, из этого что-то делают. И это уже огромный шаг. Это значит, мы готовим уже наше будущее поколение. Понимаете, вот режиссеры, операторы, сценаристы — это штучные люди. Этому нельзя просто так, знаешь, обучить. Взять любого, обучить, и из него получится хороший режиссер. Нет, это нужно, чтобы у него здесь что-то проснулось. Это нужен талант. Это нужно, чтобы этот человек жил этим, стремился к этому. И как раз-таки этих людей мы сегодня обнаруживаем. Мы для этих товарищей, для будущего нашего кино организуется все это и делается вот эти вот условия для того, чтобы они могли уже сейчас начать как-то самореализовываться там, и так далее. И это здорово. Ну, смотрите, какая история, да? Есть люди, которые занимались кино в советское время, а дальше был некоторый провал. В 93-м году выходила всего одна картина, да? То есть, по факту, это была смерть российского кино. И поэтому среднее поколение, да, оно, к сожалению, вымыто, да, те, кому там 40-50 лет, их не так много. И те, кто вот в этом возрасте удержался, они сейчас на очень хороших позициях. И сегодня кино, визуальное искусство, сегодня появляется огромное количество других инструментов, как YouTube, TikTok, Рутюб, какие-то другие платформы. И появляются люди, которые приходят не от классического кинематографа, а из других сфер аудиовизуального искусства, там, в том числе видеоарта, там, 3D-видео и так далее. И мне кажется, это очень здорово, потому что на сегодняшний день видео — это самый понятный язык самовыражения, самый понятный вариант рассказать историю в том формате, в котором его готова воспринимать аудитория. Я хочу сказать, что это очень профессионально сделанный фестиваль с очень хорошим оргкомитетом. Мне нравится, что выстроен этот мостик между Республикой кино и Короче. Это позволяет выводить фильм на федеральный уровень и говорить уже о связи и межрегиональном сотрудничестве. Вы знаете, тот самый главный момент, что дорогого стоит, наверное, энтузиазм молодых, их блеск, их азарт. Я всегда говорил, что кино, а так же, как и музыка, границ не имеет. Поэтому Республика кино – это замечательное название, но, в принципе, Республика кино и кино без границ, они должны быть синонимами. Спасибо. По итогам оценки фильмов по всем конкурсным программам общим решением жюри присуждает специальный приз. И для оглашения имени обладателя специального приза жюри на сцену приглашается гостья фестиваля Лия Сама, Республика Алтай. Специальный приз жюри «Новый день».
день» режиссер Павел Чинянов. Павел Чинянов, фильм «Новый день». В конкурсной программе отдельной категории представлены социальные ролики. На сцену приглашается член жюри, фотограф, кинооператор и основатель творческой платформы «Пространство» Алексей Павлов, город Якутск. Лучший социальный ролик. Юлиан Владимиров, дворник. И поэтому конкурсную программу фестиваля традиционно входит направление «Анимационное кино». Для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший анимационный фильм» на сцену приглашается член жюри, сценарист, режиссер, лауреат международных фестивалей Бекболат Шекеров, Казахстан. Победителем 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Территория кино» объявляется Clay Soul, пластилиновая душа. Фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино». Ваши бурные аплодисменты! Где-то около 7 лет занимаюсь этим. Могу посоветовать, можете вдохновляться чем угодно, и главное, чтобы у вас это получилось, как вы хотите видеть. Он с детства занимается, любит пластилины, и вот снимает сам. Мы советуем, так, всяк. В основном он все сам делает. Если у ребенка есть увлечение, нельзя запрещать. Это увлечение никому не вредит, то, конечно, нужно поощрять, давать свободу. Тогда человек сам путь свой найдет. Я очень рад. Участниками направления «Документальное кино» фестиваля стали те авторы, кому интересна современная жизнь и ее реальные формы. Для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший документальный фильм» на сцену приглашается член жюри, режиссер, лауреат международных кинематографических фестивалей Аманбек Ажимат, Кыргызстан. Лучший документальный фильм – это «Лия». Лучший документальный фильм. Фильм «Это Лия». Режиссер Виктория Кичкина, Зарина Атласова. Конкурс игровых фильмов фестиваля предоставлен самым большим количеством участников. На суд жюри были представлены 15 работ начинающих и опытных режиссеров. Ну что ж, и для оглашения имени обладателей призов в номинации «Лучший игровой фильм» на сцену приглашается председатель жюри, режиссер Любовь Борисова, заслуженный деятель искусств Республики Саха-Якутия. Нам все фильмы очень понравились, все эти дни мы получали удовольствие. Но главная миссия фестиваля – это поиски новых имен, новых талантов. Лучший игровой фильм. «Часы, картина и цветок». И цветок. Режиссер Евгений Слепцов. Ваши бурные аплодисменты. Республика кино, я люблю тебя! Для оглашения имени обладателя Гран-при 3-го республиканского фестиваля короткометражных фильмов «Республика кино» на сцену приглашается директор Государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Алексеевич Егоров. Как вы, наверное, уже заметили, увидели, каждому победителю, помимо статуэтки, помимо вот нашей эмблемы, дается еще сертификат всем победителям по 200 тысяч рублей. Социальный ролик победителю 150 тысяч рублей сертификат, и гран-при сертификат на 300 тысяч рублей. Кстати, гран-при может стать любой участник, то есть это не обязательно игровой фильм, это может быть и документальный, социальный ролик,
и анимация может быть. Так что надежду питают все. Это лучший проект из всех предъявленных. Гран-при фестиваля Этербес, Этербес, Никита Давыдов! Этербес, режиссер Никита Давыдов. Ваши аплодисменты. С огромной радостью позвольте вручить наш символ, эмблему, логотип нашего фестиваля победителям. Под ваши бурные аплодисменты. Это часть, 50% нашей команды стоит. Мы сняли Этербес за 3 дня. Снимали мы в Амгинском улусе в селе Абага за 3 дня. Так, и всем спасибо большое, что поддерживаете якутский фильм. Аплодисменты, подарим громче! Одним из гостей нашей киноплощадки является амбассадор фестиваля «Короче» Жан Просянов. На фестиваль «Короче» в участие в российском короткометражном и дебютного кино «Короче» приглашается фильм «Этербес, Эбетер, Этербес». Никита Давыдов. Браво! Аплодисменты! И снова, ребята, гран-при фестиваля режиссер Никита Давыдов. По проекту Этербес или же Этербес. В переводе, скажем так, режь мясо или же умты. Это фильм про, скажем так, про стадный инстинкт, скажем так, сатирическая комедия на наше общество. Чтобы общество, скажем так, не так зацикливалось, что ли, на социальных сетях, то ли такого. Потому что это очень актуальная проблема сейчас в нашем 21 веке. Допустим, вот из-за слух, скажем так, простого может вырасти там, ну, как эффект бабочки. Кино, оно всегда не стоит, оно всегда развивается. Вот ради этого, я не знаю даже, что сказать.